Всем ассаламу алейкум, это программа «Спортивная Ингушетия» на канале Магаз. Сегодня мы приехали в фокус сельского поселения Яндари, чтобы рассказать вам про самый массовый вид спорта в этом селе. Почему так любят дзюдо местные ребята, вы узнаете в нашей программе. Сегодня разберем технику броска через спину с колен. В первую очередь это правильные захваты. В вторую очередь это выведение с равновесия. И третий только бросок. Из-за того, что не дорабатывают руки, частые ошибки, которые совершают на соревнованиях, это то, что спортсмен из-за твоего прогиба тебя может сконтрить. Поэтому очень важно дорабатывать руками. Нельзя проваливаться. Выводим. О. Делаем бросок. Понятно? С разносторонней стойки покажу еще один бросок. С разносторонней стойки. Сейчас мы делали с фронтальной стойки. Сейчас будем делать с разносторонней стойки. Так, приседаем тазом приседаем, тянем руку в сторону и отсюда делаем бросок. Еще раз. С разносторонней стойки, не забывайтесь. Раз. 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 Здесь уже контроль на удержании. Сулейм, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Сулейм, я знаю, что в вашем селе очень любят дзюдо. С чем это связано? В первую очередь у нас в республике даже в целом этот вид спорта очень сильно развит, так как у нас есть уже свой олимпийский чемпион Хасан Халмурзаев. И с тех пор уже во всех залах дзюдо это самый популярный вид спорта, также и в нашем селе. И если говорить про сам вид спорта дзюдо, вот какие плюсы у этого вида спорта, ну и какие минусы опять же? Мне в первую очередь нравится то, что дзюдо развивает не только физическую силу, но и интеллектуальные способности. То есть получается, ты должен учитывать каждый шаг и соперника. На татами, как на шахматной доске, ты должен рассчитывать каждый ход. То есть нет такого, что да, вот заранее вы со спортсменом ставите план? Это самая карточная борьба, вид спорта, из которой я видел, с которой я знаю. Потому что ты можешь здесь проиграть у любителя. Олимпийский чемпион может проиграть у любителя, у новичка. Поэтому это самый непредсказуемый вид спорта. То есть получается... Ты должен быть бдительным с самого начала схватки, да? То есть получается, кто кого переиграет, да? Да. Вот смотри, буквально недавно ты сам выступал, сейчас работаешь полностью, отдал себя тренерской деятельности, да? Тяжело во время схватки наблюдать, как дерется твой намного подопечный. тяжелее работать тренером, потому что ты намного больше нервничаешь. А выйти побороться самому, конечно, легче, чем ли секундировать своего подопечного. Ну, я не раз видел и присутствовал на турнирах по дзюдо. Бывает такое, что трибуны прям очень громко поддерживают спортсменов, и у тренера не получается должным образом подсказать. Тяжело бывает такие моменты. Конечно, у нас самые такие
громогласные эти болельщики в нашей республике, тем более, когда у нас соревнования проходят у нас в республике, очень сильно поддерживают, и бывают моменты, когда тебя уже твой ученик не слышит из-за этих криков. Но этому тоже есть свой плюс, домашние стены помогают, тем более болельщики таким своими эмоциями поддерживают. И тем самым ученики там мотивируются и начинают проявлять характер. А у тренера пропадает голос, да, после Да, у турнира? тренера пропадает голос и, как сказать... Ну смотри, Сулейм, дзюдо, он кажется таким безобидным видом спорта, вот если со стороны смотреть. Но я знаю, что очень много травм бывает у дзюдоистов. Конечно. Какие самые частые травмы? Частые травмы – это крестообразные связки, менисок, там, плечо, связки плеча постоянно травмируют, так как у нас постоянно идет взрывные атаки. Бывают такие моменты, когда ты уже нагружен, когда вот ты уже перегружен, ты уже можешь поймать там травму плеча, травму колена. Ну также многие не знают, к примеру, вот вы в зале тренируетесь, у вас кимоно из мягкой ткани, а уже на соревнованиях у вас прям твердая ткань бывает. Да, ну уже когда дети маленькие, они могут там приходить в таких в тонких кимоно, так как там не такая сильная работа за захват, как по уже взрослому уровню. За взрослым уровнем там больше идет борьба за захват и может порваться легко. Поэтому у нас тем ты взрослее, тем плотнее кимоно должно быть. Вот так же, Сулейма, я бы хотел, чтобы ты рассказал тем людям, кто не знает, почему дзюдоисты перебинтовывают пальцы. Я-то знаю. Конечно, это частая проблема, постоянно идет на ногти, да, ногти срывают, и бывает, то сухожилие там травмирует. Самое главное, это же за захват, когда ты борешься, это же пальцы, особенно вот эти последние два пальца, постоянно там бывают ногти срывают, поэтому перебинтовывают. У тебя были такие травмы, когда ты сам выступал? Конечно, у всех дзюдоистов, которые выступают хотя бы на среднем уровне, да? среднем уровне, у них есть такие проблемы. А вот тяжело бывает, когда ты получаешь такую травму во время схватки. Ты останавливаешь схватку или продолжаешь через боль? Ты стараешься не отвлекаться на такие мелкие травмы. Мелкие травмы. Ну, считаем, это самое для вас мелкое, это для мелко, нас, да. да. Тяжело бывает вести схватку, когда у тебя такая мелкая травма? Ну, есть, чуть-чуть отвлекаешься, а так, в принципе, поддержка тренера не дает тебе расслабляться. Эмоции. Да. И смотри, Сулейм, я знаю, что ты работаешь в этом зале уже 9 лет. И за это время какие у нас результаты вообще? Вот последний наш результат, победитель первенства России Рахим Хамфоев стал чемпионом России. Чемпионом у нас называются те, которые становятся уже во взрослом России, а этот победитель первенства России стал победителем первенства России до 18 лет, 60 килограмм, это Рахим Хамфоев. До этого, конечно, у нас были и призеры. То есть вы не считаете призеров уже? Конечно, чемпион. считаем, но все равно золото оно намного приятнее, чем бронза. Конечно. Ну вот ты сказал, что на юношеском уровне чемпион как бы не ценится, да, как чемпион на взрослом уровне. Конечно. То есть если ты не был... Да, мы на этом останавливаться не собираемся. В любом случае мы будем идти дальше. Сейчас уже следующие старты у нас это международные. На международной арене будет это Кубки Европы, Европа, мир. Ну опять же, смотри, Сулейм, если ты не был чемпионом на юношеском уровне, то у тебя же нет шанса во взрослом, да? Конечно, это это фундамент, это начало к большой арене. Сулейм, как я уже вначале говорил, в вашем селе очень любят дзюдо. И дети любят, и наверняка любят местные жители. А как относятся местные жители и родители к тому, что их дети занимаются именно дзюдо? Положительно относятся и даже стараются всячески поддерживать, особенно нас всячески поддерживает Хамзат Евлоев, помогает постоянно на выездные турниры, постоянно старается помогать, ни разу не отказал. Хотел бы выразить слова благодарности Хамзату Евлоеву за то, что он поддерживает, помогает, пропагандирует спорт в нашем селе. И какие у вас, Сулейм, ближайшие планы? Ближайшие планы, это сейчас дети должны отобраться на, так сказать, не дети, уже юниоры, должны отобраться на первенство России по юниорам. Также есть у нас Китиев Ибрагим, который должен отобраться по мужикам. Сейчас следующий старт у нас отборочный на Россию, на чемпионат России и на первенство. То есть вы уже начали? Уже на взрослом уровне, до 21 года и по мужикам.
То есть подготовку уже начали, да? Конечно, процесс уже идет давно. Выводите соперника с равновесия. Во. Обязательно, во. В первую очередь нужно правильно выводить. И здесь вторая ошибка, которую я заметил. Когда соперник блокирует ногами, вы все равно стараетесь заходить. Здесь вы можете получить травму. Соперник будет упираться колено и вы получите травму спины. В избежание этого вы должны в первую очередь обмануть соперника. Дать обманку под пяткой. Раз. Раскрывать. Вниз. Раскрываем и отсюда бросок. Понятно? Пяткой, пяткой. Раскрываем и отсюда бросок. Сразу. Вторая ошибка ваша. Вы заходите. Здесь вы проваливаетесь вот так. Руки вот так держите. Так нельзя. Обязательно локоть под подмышку. Эту руку тянем. Здесь смотрите. Большинство из вас вы присаживаетесь вот так. Ноги должны быть вместе. Делаем высадку. Обязательно. Когда вы делаете высадку, помогайте опорной ногой. Здесь, упираясь от этой ноги, доводите бросок до конца. Повтори сюда. Понятно? Обязательно доводить полностью. Все тело должно работать. Не только руки, ноги. Все тело. Понятно? Работаем. Рахим, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Рахим, мы все знаем, что ты несколько дней назад выиграл первенство России по дзюдо, с чем мы тебя и поздравляем. Рахим, поделись своими эмоциями, каково это быть действующим чемпионом России? В прошлом году я стал третьим на первенстве России, и я работал над ошибками и лучше подготовился к этому старту. Вот смотри, Рахим, в прошлом году ты стал третьим, а вот что тебе не хватило, чтобы стать первым в прошлом году? Просто допустил ошибки. Просто подготовился и лучше. Вот волновался в прошлом году? Нет, не волновался просто. В борьбе, да, совершил ошибку? Да, А вот в этом году, вот расскажи, как ты готовился к этим соревнованиям, вообще в какой форме ты подходил к данному турниру? Я подходил в очень хорошей форме, физически был хорош, технически. Меня подготовил мой личный тренер Чечоев Селевин. Хотел бы поблагодарить его, а также весь тренерский штаб. И если говорить уже про выступление, Рахим, вот расскажи, сколько схваток ты там провел, сложные были соперники, были ли среди них ребята, с которыми ты раньше пересекался, или в прошлом году? Я провел 6 схваток. Соперники были очень хорошие, хорошо подготовлены. Было нелегко с ними бороться. Ну, мы все знаем, да, что на первенстве России выступают лучшие ребята со своих регионов. И если выделить какую-то схватку, какая схватка была для тебя самая такая принципиальная, сложная, ту, которую ты запомнил? Самое сложное для меня была схватка в полуфинале с чеченцем. Он очень физически хороший был, и получилось, что я выиграл. Вот смотри, получается, ты все свои схватки провел основное время или же был golden score? То есть, если кто-то не знает, что такое golden score, это дополнительное время, когда основное времени не хватает спортсмену. Я же правильно сказал? Да, да. Был golden score? Нет, голд скоро не было. Основное время. А досрочки были? Да. Первые схватки я победил досрочно планом. Вторую схватку тоже. А третью уже в Азаре и уже с окончанием времени. Смотри, вот до начала схватки ты у себя в голове выстраиваешь какой-то план или вот в ходе схватки тебе тренер там подсказывает, как правильно? Я вообще стараюсь не думать о соперниках, только
когда ухожу, я уже постраиваю себе план. А вот смотри, у тебя есть какой-то элемент, ну, прием, там, корона прием, к примеру, да, вот, который ты применяешь, прям хорошо у тебя получается? Да, подхват. Подхват? Первый, да. В какой схватке применил подхват? Первую схватку применил, во второй тоже применил подхват. Хорошо получилось, да? Первенство России завершилось. Расскажи, как давно ты начал готовиться к следующим стартам, вообще, как ты себя чувствуешь? Чувствую хорошо. Я был на сборах в Сочи, там тоже я подготавливался. До начала первенства, да? Да, до начала первенства. Смотри, вот ты находился на сборах, да? Да. Ты тренируешься там среди лучших дзюдоистов России в своей весовой категории, в своем возрасте. И ты тренируешься здесь в зале. Где тебе комфортнее? Ну, комфортнее, не всегда в зале комфортнее бывает. Ну, там условия хорошие, но все равно в зале комфортнее. А здесь много ребят в твоей весовой категории? Ну, есть 2-3. Есть ребята, которые хорошо борются. Мы будем разбирать технику броска, бычок. У вольников менец миис. Раньше, когда можно было взять ноги, менец хаюр, можно было менец делать. Сейчас без ног. Мы будем сейчас разбирать технику этого броска. Когда соперник вас контролирует, когда он двигается, перемещается, как правильно заходить, как правильно выводить. Вот эти детальные моменты нужно правильно отрабатывать. Еще? Так, покажи, Иса, как ты будешь делать бычок с этого захвата. Встаем. Вот сейчас я увидел, как ты зашел на бросок. И мне показалось, что ты слишком скованный, слишком скованный. И движение ты показал недостаточно, чтобы соперника обмануть. Вот эта обманка, которую ты показал в первую очередь, цена, ты на эту обманку должен максимально лучше выложиться, выкладываться, вложиться нужно, максимально лучше, потому что это самое главное. За счет этого ты только можешь бросать соперника. Когда уже на профессиональном уровне вы боретесь, приходится обманывать. Обычно детский однотипный бросок не получается сделать. Поэтому эта комбинация нужна и максимально вложиться здесь. Давай еще раз. Да, сейчас хорошо, смотрите, сейчас хорошо. А теперь смотри, если твой соперник держит захват сверху, халацил тот же самый захват, тот же самый бросок, халацил Иса. И теперь он тебя здесь контролирует. Как ты будешь заходить на бросок? Да, да. И потом что? Да, отлично. Смотрите, вот это правильно. Одел? Некоторые спортсмены делают ошибки. Халацил? Они, когда контроль есть, просто заходят, просто отшвал. Просто заходи, просто отшвал. Не, просто заходи вот так вот, просто вот так заходит. А у соперник, он может добавить физику, остановить захват. Отсюда взять можешь, и перебросить его. Да, и потом, получается, ты проигрываешь. Важно, в таком захвате зайти в правильную сторону, правильно заходить, закручивать. Это очень важно. Это еще? Молодцы. Смотри. Да. Потянуть делки максимально. Да. И пошел бег. И да, отлично. Этот бросок очень хорошо заходит, даже если ваш соперник вас контролирует. Особенно в борьбе как получается. Он же не стоит вот так вот, бросок хаисуняваш. Расслабленно, может хуус. Он напряженно контролирует мойцу. Вот этот бросок получается, даже когда у него есть контроль. Еще? Здесь еще можно добавить толчок с этой рукой. Раз я узачвал. Покажи сюда, как будто нет. Смотри, ты стоишь в обоюдном захвате. И он же не знает, что ты будешь заходить. Ты можешь здесь сюда показать раз и потом сюда заходить. Да. Вот эта обманка нужна. Авел?
Алло? Смотрите, когда он берет захват, можно сразу встретить хацл, раз встретил, уза вывести в ось. Берете свой захват, здесь важно перемещение. Если я буду здесь заходить сразу, не получится. То здесь он меня остановит. Значит, для этого нужно перемещаться сюда. Хотите? Уза переместится дяди ось. Уза переместится маленько, уза заулит ось. Здесь у него нету контроля, как-то блокировки уже. Смотрите еще раз. Раз. Уже здесь он. Здесь можно просто руками даже, хотите завернуть. Это еще. Это очень важно. А отсюда, смотрите. Раз. И раз. И отсюда можно болевой сразу. Если эпона нету, можно сразу руку взять, болевой на локоть, сломать руку. Это еще желательно сломать. Иначе соперник не сдается иногда. Короче, вот такой детальный разбор. Какие-то одиши, дорогие. Давайте попробуем разбить цидик, язык отработать телус. Максимально дико выкладывать цидыш. Ибрагим, ассаламу алейкум. Ибрагим, мы последний раз с тобой общались полгода назад. Тогда у тебя была травма, и ты не тренировался. Расскажи, как ты себя сейчас чувствуешь? Вот эта травма серьезно повлияла на меня. Я не мог тренироваться. Вот, выступил на Россию из одного. Но из-за этой травмы никак не мог тренироваться, и поэтому Россия не удалась. То есть, получается, ты без полноценной тренировки заявился, да, на отборочный турнир? Тяжело было бороться? Да, из-за травм было тяжело, но восстанавливаться, да, из-за травм там. А сейчас ты полноценно уже восстановился? Все, я, иншаллах, сейчас полностью восстановился. Давно начал тренировки? Неделю назад только восстановился. Ну, расскажи, как ты втягиваешься, какая у тебя форма сейчас? Сейчас форма там, как сказать, средняя. Надо еще добавить форму, подготовиться надо на отборочные турниры. Там у меня есть сейчас отборочный турнир, ближайший старт на чемпионат России. И, иншаллах, выступим на чемпионат России. А много времени, чтобы подготовиться? Подготовиться к чемпионату России сейчас. В октябре 2 месяца осталось. Вот. Иншаллах, сейчас в сентябре есть один старт в Питере. Надо отобраться, нормально выступить, показать себя и дальше готовиться должным образом, утром, вечером, трудиться. То есть это получается, Ибрагим, у тебя только второй старт в этом году? Да. Травмы все-таки повлияли, да, очень сильно? Да, точно. А сборы были или будут у тебя? Сборы были вот 3-4 недели назад. Мы вернулись из Грузии, там у нас был сбор. Утром и вечером там тоже трудились. 10-дневный сбор. Но в целом, как прошел сбор? Как он на тебя повлиял? На твою форму? Сбор, алхамдулилля, очень хороший был. Много достойных соперников было, там, побороться, там, в корпусе, там, как сказать. В целом отличный сбор был. Вот наверняка в твоей весовой категории там было очень много ребят. было Вот насколько это хорошо сказывается на твое развитие? Но когда У вас же наверняка были спарринги там. у нас были спарринги, вот, когда ты борешься там с сильными, ребята, которые показывают себя, вот с них ты и набираешься. Если будешь бороться там с мелкими или, как сказать, Поменьше весом, да? поменьше веса, ты не будешь набирать, ты вообще будешь стоять на одном месте. Ну, сейчас по мужикам бороться, там реально опыт очень влияет. Опытный, там, если у тебя там есть сила, там, ты одаренный, все равно опыт очень влияет на тебя. А с точки зрения физики, Ибрагим? С точки зрения физики у меня хватает. По физике я не отстаю, не очень так я отстаю. А так, опыт надо набраться, надо бороться, как сказать. Ну смотри, если в общем так сказать, дзюдо, да, вот ты любишь дзюдо, я знаю. Какие плюсы этого вида спорта, какие минусы? Или ты не видишь минусов в этом виде спорта, так как любишь его? В этом спорте я вообще не замечал минусов, нет в этом виде спорта минусов. А Только какие одни плюсы? плюсы. Но плюсы очень много, поэтому нам до утра надо будет сидеть. Вот первое, что тебе приходит в голову. Ну, этот спорт... Ну ты просто вспомни, как ты выбрал этот вид спорта. Почему ты выбрал этот вид спорта? Ну, я, в принципе, просто зашел в ФОП, когда открыли в 2016 году.
В принципе, вообще зашел просто потренироваться, там, увидел спорт, посмотрел на дзюдо, там был еще несколько бокс, там. Ну, этот спорт, дзюдо очень понравился, там, формы, этикет, там, броски, очень понравился. Вот. И ты сразу подумал, вот оно, да, сразу? Вот оно, да. И в общем, Ибрагим, какая у тебя цель в этом виде спорта? Что ты планируешь? Да, у каждого спортсмена, который тренируется, хочет достичь цели, ну, одна цель – стать олимпийским чемпионом. Вот самая большая. А вот это Россия, это все эти преграды, твои большие цели. Такие шаги, да, Да. к олимпийским медалям? Маленькие шаги. И вот как ты считаешь, что нужно спортсмену, чтобы стать олимпийским чемпионом? Надо жертвовать всему там. В первую очередь времени, В да? первую очередь время, режим, твое питание. Нельзя пропускать тренировки. Если один раз пропустил тренировку, год набирается тренировки, и Смотри, тебе в минус. если ты просто талантливый дзюдоист, этого хватит, чтобы стать олимпийским чемпионом? Нет, надо трудиться. Надо С совокупностью, чтобы все было, да? Да, надо трудиться в любом случае. В любом случае, из-за таланта ты далеко не пойдешь. В любом случае, надо поддерживать этот талант, надо тренироваться. Ну, такой на спортивном языке пахать просто, Да, да? пахать надо. Как ты будешь выводить? Покажи комбинацию. Хайкароны комбинация хавох. Какой ты использовал на чемпионате России, Ханс. Покажи, как ты сделал первый. В финальном броске ты сделал бросок на чистый япон. Покажи, как у тебя это получилось. И какая комбинация была у тебя на этот бросок. Прокомментируй этот бросок. Прокомментируй, пожалуйста. Как у тебя получилось сделать этот бросок? Убираем опорную ногу и что дальше? Руками. Ага. Покажи. А вот опорную, вот. Давай, убирай. Убрал одну ногу, потом вытянул и потом мах. Машаллах, хороший бросок. По две ноги, да, у тебя было? Это у тебя подхват был или передняя подножка была? Подхват был, да? Я не ошибся. Еще раз, покажи подхват по две ноги. Внимательно, Хажлыш. Соперник иногда, когда вы заходите на одну ногу, может вас контрить, может закрутить. И в таком, когда такой соперник попадается, его можно обмануть, показать под одну ногу и сделать по две ноги. Тогда он попадется. Хотите еще? И как раз наш чемпион это продемонстрировал на чемпионате России в финале. Да, он убирает ногу. Здесь уже идет подхват по две ноги. Как и сделал Рахман в финале. Хотите? Он на чистый бросок бросил своего соперника в финальном этапе. Еще наш Рахман владеет техникой броска подхвата в необычном стиле с рукавами. Покажи, Рахман. Да, этот бросок очень хорошо проходит, потому что соперники ваши не ожидают, что с этого захвата он будет бросать на подхват. Они больше ожидают там с колени, через спину, там другие броски. Но когда вы делаете подхват с этого захвата, это очень хорошо заходит. Еще раз покажи, пожалуйста. Этот бросок еще раз покажи с двумя захватами. Да, отлично. Куда ты заходишь? Покажи, куда нужно ставить ногу. Как ты обманываешь соперника? Покажи, каким этапом ты обманываешь его. Да, отлично. Он показывает, как будто он уходит в левую сторону и отсюда, разворачиваясь, делает подхват. Теперь покажи односторонний подхват. Машаллах, хороший мах. Вот, смотрите, учитесь. Чемпион России поехал, показал достойную борьбу. Всех соперников, в принципе, всех почти выиграл досрочно в финале. Вообще, наш Рахим стал украшением этого чемпионата России. Его броски показывают, везде Федерация дзюдо даже показывают.
Его очень тренируют сборная России. Так, минутку тишины. Минутку тишины. Тренеры сборной России подходят нам, поздравляют, говорят очень похвальные вещи о нашем чемпионе, о нашем ученике. И это дважды, даже десятикратно приятнее нам, потому что мы его с детства воспитывали. И когда тебе подходит и хвалит за это, бывает очень приятно. Так, спасибо Рахиму, что показал достойную борьбу на этом чемпионате. И, конечно, вам желаю того же смотреть, брать пример и достигать еще больших высот. Конечно, на чемпионате России мы не будем останавливаться. У Рахима есть еще планы, еще есть что показать на чемпионате Европы, на чемпионате мира, а также дальше, иншаллах, идти до Олимпиады, вплоть до Олимпиады. Мы пожелаем ему удачи на этих соревнованиях все, на чемпионате Европы и также дальше. Пожелаем Рахиму удачи, успехов ему и, конечно, без травм.